Жительница Кустаная отговаривает своих землячек выходить замуж за мужчин из Шымкента, Кызылорды и Туркестана. Тиктокерша записала видеообращение к женщинам, в котором утверждает, что браки северянок с южанами, как правило, кончаются плохо. Все от того, что люди с разных концов страны очень разные по менталитету. Девочки, вы, допустим, из севера, Кустанай, Петропавловск, Павлодар, выходите замуж тоже за северных. Вот. Южане пускай на своих женятся. Или там западные на западных. Почему? Потому что у нас у всех в Казахстане разные менталитеты. На севере мы более европезированные. На юге, наоборот, более восточное, да, воспитание. Допустим, я с Кустаная, надо кустанайского, да. Или, допустим, вы из Караганы, берите карагандинского. Не стоит вот это вот куда-то, что-то лезть туда. Выучил новое слово, называется имбридинг. Имбридинг – это кровосмешение в результате инцеста среди животных. Когда в стаде пасутся, там, скажем, быки, и они же не соблюдают там человеческие нормы, там покрывают всех подряд. Вот. На память приходит ситуация с египетскими правителями, с фараонами, королевские семьи, где практиковался вот как раз такой брак с инцестом. То есть как бы они себя преподносили как избранные, а обычный человек никогда бы не женился не сочетался бы браком с членами королевской семьи, в результате чего египетские фараоны там переженились между собой все, и у них были страшные изменения в генетике, деформации разные, в том же у того же Тутанхамона, когда его расшифровали, его скелет, он умер молодым и чем только не болел. В Европе тоже такое же практиковалось. Царевич Алексей, даже вот в семье Романовых, который с малолетства болел и все время нуждался в какой-то вот врачебной помощи, потому что был слаб с рождения. Это очень было популярно даже в Европе, да, когда члены королевских семей и царских семей, они сочетались с браком все между собой. И так или иначе приходились друг к другу родственниками. Где-то дальними, где-то даже близкими. Это, конечно, проблема большая. И опять же, мне хочется вернуться в нашу степь. У нас замечательная есть традиция. Это вот, почему говорят, то есть, знаешь ли ты свои 7 колен? И каждый нормальный казах должен был знать все свои 7 колен. Для чего? Это ведь тоже не прихоть. Оказывается, 7 колен – это примерно возраст антропологически, когда физиологически полностью обновляется кровь. И вот это вот закон, когда вот, почему у нас есть деление на жузы, на роды и так далее. Когда ты не можешь жениться или выходить замуж за кого-то из своего рода, потому что он может оказаться твоим родственником. Поэтому южные казахи ехали на север, там западные казахи ехали на восток, чтобы сочетаться браком и тем самым обновить кровь, хан жаңарту говорят, да, и тем самым укрепить. И я вам скажу, что до 20 века казахи не носили очков, потому что у нас были очень хорошие и физические данные, и какие угодно. Потому что строго соблюдался вот этот закон, традиция не смешивать кровь. Ну, то, что сейчас творится в Европе, вообще в мире, это очень многие вещи не поддаются никакому анализу и вообще логике.